Человек может быть нечестивым, а может быть святым. Нечестивый познал Бога, но решил следовать путем скверны. Моральный, духовный, финансовый. Он не уважает ближнего. Что он делает? Чего пожелает его душа? В притчах 21:10 сказано так: «Душа нечестивого желает зла». Он перестал следовать за Богом и теперь следует за дьяволом. Если это ваш случай, прекратите, скорее вернитесь и со слезами просите: «Бог, прости меня». Не найдет милости в глазах его и друг его. Любой, кто находится рядом, для него наивный глупец. Он считает себя выше всех остальных. Заблуждение. Он совершает глупость. Нам нужно расти с Богом. Тогда нас ждет вечность на небесах, миллионы лет, а нечестивого нет. Посмотрите свидетельство этого человека. Чего вы не могли сделать? Приседать, даже сидеть. Как долго? Я даже принимала обезболивающие. Как долго вы страдаете? Уже 3 года. Теперь сделайте все, чего вы не могли сделать, Режина. Сделайте все. Уже не больно, Режина? Не больно. Теперь помолимся. Отец, я простираю обе руки к этому человеку, чтобы благословить его, потребовать ухода зла, обличить все силы зла. Уходите сейчас же и не возвращайтесь. Как служитель Евангелия я заявляю, я говорю: зло, уходи прочь, исчезни. Во имя Иисуса. А вы поднимите руки и скажите: Бог, благодарю, я твой. Благослови вас Бог.